Первый в 2017-м массовый субботник под эгидой Года экологии прошел в Назране. Участники основательно прочистили набережную, провели санитарную уборку территории вокруг пруда и близлежащих улиц. Череда таких масштабных акций продолжилась по всей республике. И тем удивительнее наблюдать сейчас такую картину по улице Цветочная в Насыркорте. Или у жителей настолько халатное отношение к окружающей природе. Русло реки забиты и отходами, и по этой стороне, и по той стороне. Застройка водоохранной зоны, заборы вдоль русла рек. На такие грубые нарушения комиссия натыкается буквально через каждый метр. Как оказалось, среди жителей нашлись и сознательные люди. Магомед Добрих, к примеру, уже 2 года здесь за местного санитара природы. На этом месте когда-то Магомед построил небольшой сарай, поставил вагончики и огородил все забором. Но на очередном рейде экологи сделали ему замечание. Застройка возле водоохранной зоны незаконна. Магомед не только снес все постройки, но и с тех пор следит за чистотой и порядком на этой территории. Он даже хочет огородить это место, чтобы молодые люди не ставили тут машины и не выкидывали мусор. На это требуется разрешение местных властей. Идею Магомеда руководитель Комэкологии поддержал и обещал со своей стороны оказать всевозможную помощь. Как мы видим на сегодняшний день, вот этот дом, здесь живут, несмотря на то, что здесь живут такие малообеспеченные, семья такая в тяжелом положении, все равно они устранили свои нарушения, забор убрали, как мы видим, а эти вот как нарушения как были, так и есть на сегодняшний день. Еще одно грубое нарушение комиссия выявила по улице Исмурзиева. Прибрежная зона завалена строительным и бытовым мусором, срублены деревья. Но факт нарушения тут же опровергает один из местных жителей, уверяя комиссию, что это сделано с благими намерениями. Аслан специально сбросил сюда строительные отходы, чтобы проложить тропу для скота, и животные смогли легко спуститься и пастись. Аслан, вот ты это специально сделал, да? Нет акалба? Нет, чтобы дорогу провести. Дорогу. Как ты собираешься дорогу провести? Специально там блоки всякие, срочно что делать. Из косок сюда. Мало ногу садится. Трактор, белсим саху, да, Говорю, а ты хочешь к дороге? Сук атка, смешал атка, этим вообще вот говорит, ой, я яха, сдохну, хама яха, сук, да, вот так, да? или долго, халлаки, лаки. Ну, коров нет, коровы у тебя нет, но дорогу ты прокладываешь уже для коровы, да? Магомед Ужахов сделал замечание работникам местной администрации, которые должны держать на контроле экологический вопрос на подведомственной им территории. Фиксировать даже хамду вашу С благими намерениями или нет, но такое самоуправство непозволительно с точки зрения закона. Это федеральная охранная зона, мелиоративная, поэтому это русло реки Назранки, это федерального значения, даже не республиканское, даже не администрации. Поэтому то, что он говорит, я сделаю там тропинку, это незаконно. Он не имеет права. Продолжился и рейд уже в селении Барсуки. Нарушение и здесь налицо. По стройплощадке, где возводится мечеть по улице Левобережная, строители вышли за разрешенную зону, засыпав центральную газовую трубу балластом. Именно здесь буквально больше года назад произошел взрыв бытового газа. И нет гарантии, что ситуация не повторится вновь. Да и мост требует капитального ремонта. Те выявленные недостатки, те выявленные недочеты, прямо скажем, некоторые вещи возмущают. С людьми разъяснительная работа, судя по всему, не ведется. Если вы заметили, мусор бросают, это сжигают. Все это бесконтрольно. Но мы намерены после нашей инспекционной поездки соответствующий доклад подготовить и сделать предписание и главам администрации, и, соответственно, доложить руководству.
Еще одно грубейшее нарушение, которое сразу приковывает внимание комиссии. Дом расположен прямо у берега реки, но хозяев застать не удалось. По словам главы местной администрации, у хозяйки дома все документы на руках. Здесь проживает малоимущая семья, вынужденные переселенцы из Чеченской Республики, которые долгое время жили в бараке, а получив возможность приобрести земельный участок, построили здесь дом. Правда, многие вопросы в этом случае остаются без ответа. Как и кем были оформлены документы и каким законом, руководствуясь, выдали разрешение на строительство. Так не бывает. Да. Там внизу где-то есть человек, который нарушил закон. Есть. Вот найдите все, дайте мне все бумаги, найдите мне этого человека, а дальше будем разговаривать. Река Назранка и прилегающая к ней территория – водоохранная зона федерального значения. Она протекает на территории двух субъектов. Следить за ее чистотой должны не только экологи. Это прежде всего в интересах самих жителей, которые здесь живут. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24.